Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения протаранил остановившийся из-за поломки на правой полосе проспекта Победы «Опель». Но он сказал, что ГАИ вызвал. Потом приехали его друзья. И как задержали женщину, которая села за руль с признаками опьянения, уже будучи лишенной прав за вождение в пьяном виде. Покажем, как на проспекте Имашева опрокинулся арендованный Volkswagen. Я не знаю, чья вина, если кольцо спустило. Или лопнуло, я не знаю, из-за холода, что ли. А также пришел, убедился, что никто не смотрит, и украл. Он рассказал, что, находясь в магазине, заметил отсутствие консультантов и посетителей. Злоумышленник отсоединил один из телевизоров и унес его. Мужчина перед камерой наблюдения вынес из магазина телевизор. Это и не только прямо сейчас. Водитель «Шевроле Круз» протаранил «Опель», который остановился на автобусной полосе проспекта Победы. Девушка остановилась недалеко от улицы Губкина из-за поломки. От удара сзади легковушку отбросила на бетонную стену. Автомобиль оказался разбитый спереди и сзади. Когда предполагаемый виновник аварии вышел из своего автомобиля, рассказывает девушка, походка его была не твердой, запах алкоголя сильным, а речь не связной. Водитель «Шевроле» результатом теста на алкоголь был не рад и явно хотел избежать последствий, но тщетно. Каждое его движение фиксировалось установленными в патрульном автомобиле видеорегистраторами. Алкотестер показал почти 1,3 миллиграмма чистого алкоголя в литре выдыхаемого им воздуха. То есть перед тем, как сесть за руль, выпил он, вероятно, около бутылки крепкого алкоголя. В таком состоянии на полном ходу врезался в стоящий в правом ряду на проспекте Победы «Опель». Я остановилась посмотреть, что у меня с омывающей жидкостью, почему она не брызгает на стекло. В крайнем правом ряду, на аварийке. Выяснить причину неработающей омывающей системы девушка не успела. В следующую секунду автомобиль отбросила в бок от сильного удара сзади. Ехал с той стороны, в тот крайний угол въехал. От удара машина моя стояла ровненько, а поехала в этот край. Поэтому эта сторона битая, та сторона битая. Когда вышла из салона, поняла, что в нее врезался «Шевроле Круз». Его водитель, рассказывает девушка, ходил нетвердым шагом. От него пахло спиртным, разговаривал мужчина невнятно и пытался избежать ответственности. Но он сказал, что ГАИ вызвал. Потом приехали его друзья. Я позвонила 112, спросила, зафиксировали ли вызов. Мне в 112 сказали, что никакого вызова нет. Я говорю, давайте вызовем, потому что мне водитель из другого автомобиля сказал, что вызвал. Я вызывала уже ГАИ. Потом ГАИ перезвонили мне. И приехали. ГАИ очень быстро приехали. Буквально через 5 минут уже были здесь. Теперь мужчину ждет суд, который, вероятно, лишит его водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и наложит штраф 30 тысяч рублей. Оплатить ремонт «Опеля» девушке должна ее страховая компания. Вероника Гайнудинова, Константин Пушуев, «Вызов 112». А на улице Умыш автоинспекторы задержали женщину-водителя «Форда» с признаками алкогольного опьянения. На единый номер вызова экстренных служб позвонили очевидцы и сообщили, что в районе ДРКБ движется автомобиль, манеру вождения которого они описали как неадекватную. Сотрудники ГИБДД машину нашли и остановили. За рулем сидела женщина, водительское удостоверение она предъявить не смогла. Как вскоре стало ясно, прав ее лишили за езду в нетрезвом виде. Автоинспекторы заметили у нее признаки алкогольного опьянения и предложили пройти тест на наличие алкоголя в крови. Она, как и от прохождения медицинского освидетельствования в больнице, отказалась. Теперь в отношении женщины будет возбуждено уголовное дело. Статья за повторное вождение в нетрезвом виде предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Две автоледи не поделили дорогу на улице Чишмале минувшим вечером. Девушке-водителю Ауди надо было повернуть налево и заехать во двор, который был метрах в 30 до конца возникшего на улице затора. Встречная полоса была свободной, и она решила не ждать и вывернула руль влево. Объезжая стоящую впереди Митсубиси, она задела зеркало белого автомобиля. У Ауди повреждений нет, у Митсубиси небольшой скол на зеркале. Вину, рассказывает девушка, признала сразу и хотела оплатить услуги аварийного комиссара, чтобы ускорить процесс оформления происшествия. Но девушка-водитель Mitsubishi говорит, от этого отказалась. Хотела, чтобы аварию оформили только автоинспекторы. При этом вызвали на место и полицейских, утверждая, что ей угрожали оружием. В результате разбирательство затянулось на несколько часов.
Два автомобиля арестовали сегодня судебные приставы за долги владельцев во время рейда с автоинспекторами в Казани. Владелец Kia Cerato задолжал 200 тысяч рублей. В том числе он не оплатил 64 штрафа за нарушение правил движения и налоги. За рулем был не владелец машины. Мужчина рассказал, что взял автомобиль в аренду. О возможных проблемах его никто не предупреждал. В результате путь мужчина продолжил пешком, а иномарка отправилась на штрафстоянку. Владелец другой арестованной иномарки не оплатил 26 штрафов на сумму больше 17 тысяч рублей. И теперь, если в ближайшее время владельцы машин не расплатятся по долгам, их транспортные средства будут проданы, а деньги будут направлены на погашение задолженностей. Все, что останется, будет передано уже бывшим автовладельцам. Каршеринговый Volkswagen Polo опрокинулся на бок после столкновения с металлическим ограждением ночью на проспекте Ямашева. Автомобиль на полной скорости с середины дороги стал сворачивать вправо, после чего и врезался в забор. В салоне находились два человека, водитель и девушка-пассажир. Никто из них не пострадал. Мужчина рассказал, что сделать ничего не мог из-за технической неполадки. Просто резко потерял контроль над иномаркой. Сколько идет? Водитель «Фольксвагена» еще не совсем отошел от шока, но уже задумался о последствиях. Молодой человек понимал, платить за разбитый автомобиль ему, скорее всего, придется, но не знал даже условий, на которых брал в аренду машину. Сзади машина ехала, у них регистратор. Свою невиновность в аварии мужчина планирует доказать с помощью этого видео. Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор позади едущего автомобиля. На записи видно, движущийся прямо «Фольксваген» вдруг стал поворачивать вправо, в забор, после чего опрокинулся на бок. Я не знаю, чья вина, если кольцо спустило. Или лопнуло, я не знаю. Из-за холода, что ли. По краешку шел, ехал. И все. А скорость большая была? Да нет. 60. Судя по этому же видео, у водителя «Фольксвагена» было немного времени, чтобы попытаться избежать столкновения. Но траекторию машина не меняла, а стоп-сигналы загорелись за мгновение до опрокидывания. И водителя, и его пассажирку из перевернутой машины вытащили очевидцы. Те самые, которые и зафиксировали момент происшествия. Люди в аварии не пострадали. Если виновным будет признан водитель арендованной машины, то сумма, которую он выплатит, будет зависеть от тарифа, по которому он брал автомобиль в аренду. Алсу Курманова, Константин Бушуев. Вызов 112. Обезображенное тело мужчины обнаружил лыжник в поле между поселками Кадышево и Борисоглебское в Казани. Как он рассказал в социальных сетях, после пробежки стал искать отставшую собаку. Следы животных и привели его к человеческому скелету. Нетронутыми остались только нога в ботинке и кисть в перчатке. Мужчина сразу вызвал полицию. По одной из версий, это может быть тело пропавшего 24 декабря 36-летнего мужчины, работавшего фитнес-тренером. Окончательно установить личность возможно будет только после получения результатов экспертиз. Кафе сгорело ночью на улице Тукая в Альметьевске. К моменту приезда пожарных расчетов из-под кровли шел густой черный дым. Огонь полыхал на кухне заведения, остальные помещения были сильно задымлены. Существовала угроза распространения пламени на всю крышу и остальные помещения заведения питания. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Люди в огне не пострадали. Причину возгорания сейчас выясняют сотрудники Государственного пожарного надзора. Мужчина, который зашел в магазин электроники в Казани, заметил, что продавцов рядом нет, и решил этим воспользоваться. Будучи уверенным, что его никто не видит, он отсоединил телевизор, стоящий на витрине, и поспешил скрыться вместе с ним, естественно, ни за что не заплатив. Продавцы пропажу заметили и обратились в полицию, предоставив стражам порядка видеозапись самого похищения. Сумму ущерба сотрудники магазина оценили больше, чем 8 тысяч рублей. Полицейские, проведя комплекс необходимых мероприятий, установили личность предполагаемого преступника. Задержанный через несколько часов 33-летний ранее судимый мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что, находясь в магазине, заметил отсутствие консультантов и посетителей. Злоумышленник отсоединил один из телевизоров и унес его. Похищенное имущество мужчина успел сбыть. Материальный ущерб, причиненный магазину, составил более 8 тысяч рублей. По данному факту в отделе полиции «Гвардейский» возбуждено уголовное дело по признаку состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.